Завтра вся страна в 17-й раз отметит День народного единства. В России соседствуют представители почти 200 этносов. В Чувашии единой семьей живут представители 130 национальностей. Много смешанных пар. Весьма необычную семью наша съемочная группа обнаружила во время съемок экспедиции «Аляска-Сибирь». В Чукотском автономном округе в селе Амалон живут коренной чуваш и представительница эвенского народа. Каким образом нашего земляка занесло на крайний север и как сегодня живет пара? Тему продолжит Наталья Егорова. Гера, чай из метель. Татьяна Иннокентьевна и Георгий Иванович понимают друг друга с полуслова. Вместе они 10 лет. Она выучила пару чувашских словечек, он освоил несколько эвенских. Фокси чай. У Татьяны Егошиной мама эвенка, отец юкагир. Коренные народы севера сейчас они считаются малыми, хотя когда-то только они и населяли эти земли. До 7 лет Татьяна Иннокентьевна даже не знала русского языка. Потом оказалась в интернате, и я, естественно, заговорила по-русски. А там в бригаде в Ленивоческой воспитывалась, и там были чукчи еще. Я поэтому и по-чукотски заговорила с 5 лет. Семья жила в Яранге, в тундре. Там Татьяна Иннокентьевна и родилась. Ее имя на эвенском языке, сложно воспроизводимое на русском, переводится очень красиво – «рассвет». Кочевали вместе с оленями. Начиная уже с 4 лет я самостоятельно ездила верхом на олене, так как родители меня воспитывали. Георгий Иванович – коренной чуваш, родом из Ибресинского района. В 2007 году приехал на Чукотку строить школу, да так и остался в этих краях. В 2010 году в Амалон на стройку школу попали. Вот через некоторое время с Татьяной Иннокентьевной познакомились. Работа, можно сказать, свела. Татьяна Иннокентьевна как раз преподавала в школе русский язык и литературу. На родине мужа она тоже успела побывать. Очень ее впечатлили чувашские вышитые и богато украшенные костюмы. Очень мне нравятся песни чувашские, красивые очень песни. Вообще у вас народ очень такой песенный. Супруги живут в двухкомнатной квартире в селе Амалон. Неподалеку содержат небольшой участок земли, где выращивают овощи и зелень. Огородничать в условиях мерзлоты – дело-то совсем непростое. Даже землю пришлось завести издалека. Все приходится в Карабах и поднимать от земли, потому что у нас вечная мерзлота. В стрессовых условиях супруги умудряются выращивать картофель, огурцы, помидоры, перец. Я хотела, чтобы мой сын единственный ел свежие овощи и фрукты. Поэтому я даже стала арбузики растить. Впервые зеленый лук Татьяна Иннокентьевна попробовала, когда начала сама его выращивать. Я не знала, что он такой бывает сладкий. Но есть в этом деле и плюсы. Местные овощи не знают вредителей, характерных для более теплых регионов. Понятие колорадский жук тут просто не существует, потому что он тут не выживет. Живут супруги вблизи реки Амалон. Местность относится к типу леса-тундра. Очень они любят рыбалку, ходить по ягоды, а их здесь бескрайние заросли. Георгий Иванович работает лесничим, Татьяна Иннокентьевна продолжает преподавать в школе. Дети уже взрослые, есть внуки. Несмотря на суровые условия жизни, полгода здесь полярная ночь, другие полгода полярный день, не променяют эти места ни на какие другие. Очень уж в них величественная красота и душа, которые никуда не отпускают. Наталья Егорова, Алексей Енейкин. Вести Чувашия из Чукотки.